на вопрос о мире, да, а готов ли Азербайджан к миру, смирился ли Азербайджан к миру и так далее. Да, когда Азербайджан напрямую рассматривает уже физическое строительство какой-то инфраструктуры и серьезно, Азербайджан отдает себе отчет, что такая инфраструктура может быть действовать только в мирном регионе. Да? То есть при войне никакая инфраструктура, такая обеспечивающая связь через Армению, не будет действовать. Следовательно, это говорит о том, что в планах Азербайджана будущая конфронтация, либо же военная, либо же какая-иная конфликтность, какая-то претензия к Армении, это исключается. Азербайджан делает ставку на стабильность, Азербайджан делает ставку на предсказуемость и на равные условия для всех игроков, собственно, да, его условия всегда были такими. Я не хочу быть рекламирователем азербайджанской стороны, но нужно фактам смотреть в глаза. Когда в 2021 году Ильхам Алиев впервые заговорил о мирном договоре, в Армении проводился Совет безопасности Армении и Арцаха, вот слушайтесь, в котором заседал Никол Пашинян, и рядом с ним заседал Арай Карутюнян, как президент Арцаха, и делегации из КГБ Арцахского, и армянского, и Министерства обороны и так далее. То есть вся Армения все своей системой открылась перед вот этими арцахскими дядями. И они заседали. Но к чему я говорю? Я говорю, что когда Ильхам Алиев уже думал о мирном договоре, говорил о нем, в Армении вот это делали. Какой еще мирный договор? Вот они с арцахскими сидят. И что? Потом, когда Ильхам Алиев предложил в 2022, по-моему, я, может, в годах путаюсь, но не суть. Но факт в том, что Ильхам Алиев предложил 5 принципов взаимодействия, да, это самое урегулирование. И эти 5 принципов действительно сегодня легли в основу мирного договора, который парафирован. То есть там все эти 5 принципов. Все остальное – это надстройка. Это настройка, которая может быть расширена, там могут быть какие-то законодательные акты прицеплены, но это все настройка. Но суть, корень, да, корневая система – это одна. Вот эти 5 принципов неприкосновенности и уважения к суверенитету. Поэтому я всегда был противником армянской вот этой логики при любых обстоятельствах рассматривать Ильхама Алиева как агрессора. Но это армянское понятие, армянское понимание мира. Я не хочу сейчас углубляться в этот анализ, но раз уж мы говорим о инфраструктуре, нужно это понимать, да, что вот это развитие инфраструктуры, что вот такое видение, вот, или контакты, тесные контакты Азербайджана с Казахстаном, инфраструктурные контакты. Вот по логике эти контакты куда должны вести, как должны идти? Через войну? Нет. То есть это все планы, инфраструктурные планы на будущее. И, следовательно, все должны в Армении успокоиться и на Азербайджан посмотреть с трезвой стороны. Вот, и тут мы возвращаемся ко второй стороне вашего вопроса. Готово ли общество? Ну, нет, общество не готово, к сожалению. Общество не готово. Хотя, знаете, я обманул, можно сказать, что я ошибся. Есть не только Ален Симонян, есть еще один спикер в Армении. Это женщина, это известная журналистка Наталья Алексанян. Вот она очень мощно стоит на взаимоотношении с Турцией и с Азербайджаном тоже. И она открытый спикер, но она, как известно, тоже не проживает в Ереване, поэтому тут мы тоже не можем говорить о каких-то стабильных союзников Никола Пашиняна внутри системы, кроме Алена Симоняна. Вот мы зацикливаемся на эту тему, но она действительно она общая, она важная тема, потому что мы говорим о том, что нужно общество показать дела такими, какими они есть. Может быть, знаете, господин Барвиненко, история ведь в чем интересно? Может быть, и не нужно вот заниматься какой-то лютой пропагандой, либо же менять инфраструктуру информационной.
Может быть, правильно будет запустить какой-то совместный бизнес, который уже по своему примеру потянет за собой уже все остальное. Так тоже можно, как бы народным путем тоже можно все начать. Но главное все начать. Я уверен, что все будет хорошо. Я уверен, что Республике Армения ничего с азербайджанской и турецкой стороны не угрожает. Ну, конечно же, при условии, что в Армении вот эта идеология турко-ненавистничества, фашистская идеология будет наказываться, как это сейчас прописано в Уголовном кодексе.